В обычные выходные мы занимаемся своими домашними заботами, но не всегда хватает этих 2 дней, чтобы справиться с накопленными за неделю делами. Сейчас же, находясь на карантине, у жителей появилось больше свободного времени провести его в кругу семьи или же взяться за незавершенные дела. Хава Абадиева вместе с семьей проводит время на карантине с пользой. Кажется, вот эта вынужденная мера, которая принята государством на самом высоком уровне, заставит нас задуматься о многом, беречь окружающую природу, заботиться о ней, больше быть внимательными друг к другу, больше беречь свое здоровье. На карантине малыши тоже не теряют время даром. Одни танцуют, а самые маленькие, например, учатся азам программирования. Карантин. Работаем на удаленке. Селим решает важные дела. Внучки же Хавы Абадиевой на своих каникулах учатся кондитерскому искусству. Детишки с удовольствием проводят дольше времени со своей бабушкой. Нашлось на карантине время и на то, чтобы посмотреть архивные домашние записи. Вот это я плачу. Мама, вот это я. Это ты плачешь? Да. В такие редкие дни, когда вся семья может одновременно оказаться дома, хочется больше общаться и проводить время вместе. А сварить мясо в саду на костре – это вообще святое дело. Внимание к себе требуют и домашние животные. С ними можно отвлечься и забыться. Но время, уделенное внукам, ни с чем не сравнимо. Хава любит рисовать с ними и читать детский журнал на ингушском языке. Дорогие родители, бабушки, дедушки, Диана, Неннан, все давайте уделим внимание нашим детям. Давайте перелистаем с ними наши старые альбомы, покажем фотографии, расскажем свою родословную. Также Хава Абадиева призывает жителей республики оставаться дома. Убедительная просьба ко всем тем, кто живет в нашей республике. Будьте осторожны. Прежде всего, оберегая себя, вы оберегаете самых дорогих для вас людей. Своих родителей, своих детей, своих внуков. Вот моя задача, чтобы ни один из моих внуков, внучек не заболел. Это самая главная задача. О чем я беспокоюсь и больше всего я переживаю. В социальных сетях развернули целый флешмоб, где советуют, как с пользой провести свой досуг дома во время карантина. Здесь вы найдете всевозможные лайфхаки, как заняться спортом, погонять велосипед по дому, если, конечно же, площадь позволяет, поиграть в теннис. А упражняться в пении советуют на балконе, особенно если ты оперный певец. В общем, заниматься на карантине можно чем угодно. Психологи поддерживают и предупреждают, чтобы не впасть в депрессию во время самоизоляции, важно соблюдение режима. Делайте все те же привычные вещи, что вы и делали в повседневной жизни. И самое главное, наслаждайтесь общением с семьей. Светлана Томова, Новости 24.